Ассаламу алейкум, друзья. С вами вновь я, Чечен Синдром, и мир вам, друзья. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одном чеченце, который обладал такой феноменальной способностью, как очень быстро бегать, которой вряд ли обладал еще кто-либо другой, о человеке-ветре. Звали его Рамзан, но люди, за его необыкновенную способность к быстрому бегу, приставили к его имени прозвище «Мох», что на чеченском означает «ветер». Так и звали его в народе. Мох Рамзан. Рассказывают, что родом он был из селения Ахкинбарс, что находится на равнинной части Чечни, близ Терека. Здесь еще, с большим трудом, но, наверное, можно найти такого возраста чеченца, которые общались с ним и помнят его. Но вы можете мне верить, потому, как я слышал о нем от человека, не произнесшего за свою сознательную жизнь ни единого слова неправды. В первый раз, о Мох Рамзане, человеке-ветре, мне рассказал Яхья, мой знакомый старик из Илисхан-Юрта. Есть такое село на востоке Чечни, как раз напротив Гудермеса, с десяток километров через холм. Деду Яхье, лет за 100, он энергичен, общителен и сам по себе очень интересный человек. Помнит все с самого раннего возраста. Я с удовольствием внимаю ему, когда он начинает рассказывать о былом. Вот то, что поведал он о Мох Рамзане, человеке, чьи способности были столь выдающимися, что сохранились в памяти многих людей. Не буду томить вашего воображения. Скажу просто, он бегал очень быстро. Ну, скажете вы, мало ли их было, умевших быстро бегать. И будете совершенно неправы. Так быстро, как бегал наш Мох Рамзан, никто не бегал. По крайней мере, в истории мирового спорта. Я о таком феномене нигде не слышал. Вот, что помнит дед Яхья. Гостил он однажды у своих друзей в Гойтах. Гойты — это старинное село, в километрах 30 от Грозного. Далее дед Яхья рассказывает: стоя я на улице, а мимо меня пробегает по проселочной дороге Мох Рамзан, и кричит мне: «Постой, не уходи, я сейчас вернусь». Я бегу с известием о том, что невесту везут, и убежал. Тут же, на дороге, по которой только что пробежал Мох Рамзан, показались скачущие верховые, которых он опередил, а за ними фаэтон с невестой. Вскоре Мох Рамзан, действительно, вернулся, и похвастался крупной денежной суммой, которую он получил за радостную весть. Оказывается, они были все вместе в селе Старой Атаги, что в километрах 5-6 восточнее Гойт. Всадники, фаэтон с невестой и он. Но он опередил их и сорвал куш. Славно мы погуляли с Мох Рамзаном, вспоминал Яхья, улыбаясь сквозь усы. Однажды, еду я на своей таратайке, в село Знаменское, рассказывает другой мой знакомый, дед Асхат, старик под 2 метра ростом. Знаменское — это село в северном районе Чечни. Еду я, и вдруг, по дороге меня догоняет, кто бы ты подумал, точно, Мох Рамзан с Ахкинбарза. Я его спрашиваю: ты куда это путь держишь? Садись, подвезу. Он мне отвечает: спасибо, Асхат, но я сейчас очень спешу, а бегу я из Назрани. Что ж ты там делал? Спрашиваю я его. Мы с ним были на коротке, давно знакомы. Там были конные скачки, говорит Мох Рамзан, 10 кругов. Он, чтоб поговорить со мной, бежал рядом, намного снизив темп своего бега, и я попросил стариков разрешить мне принять участие, бежать вместо лошади. Ну и разрешили? Спросил Асхат. А как же? Гордо ответил Мох Рамзан и похлопал рукой по оттопыривающейся пазухе с деньгами. Кто же от такого зрелища откажется? Ингуши они хоть и культурные, но азартные. Ну и попали на приз. Дай бог тебе удачи, напутствует Асхат, необычного человека. Всего хорошего, Асхат. Домашним привет. Заезжай, буду рад. И, махнув рукой, Мох Рамзан резко, словно переключил скорость, оторвался и вскоре исчез в притеречной степи. Дед Асхат хорошо знал Мох Рамзана, потому, как сам был человеколюбивым и дотошным мужчиной. Он знал о нем гораздо больше, чем Яхья,
да и рассказывал охотнее. Я от души смеялся над историей женитьбы этого удивительного человека. Произошло это замечательное событие в Девка-Ревла, Толстой юрте. Надо вам сказать, что Девка-Ревла – одно из старинных чеченских селений, живописно расположившееся у подножия Терского хребта, неподалеку от известной вам реки Терек. На шумной веселой вечеринке, на которую чеченцы большие мастера, появился Мохрамзан. У него здесь была девушка, за которой он, с недавнего времени, ухаживал. Будучи быстрым, как на ногу, так и на принятие решений, он в этот вечер сделал своей девушке предложение, на которое девушка, не ожидавшая, что из-за этого произойдет такая неординарная история, дала согласие. По существующей традиции, после согласия девушки, церемониал затягивается на некоторое время, нужное, наверное, для подготовки к свадьбе с обеих сторон. Но нашему герою, видно, не хотелось откладывать хорошее дело, и он решил ускорить его. Сразу после вечеринки, когда гуляющие стали расходиться по домам, Мохрамзан подстерег свою любимую, налетел как вихрь, и, на глазах у всех, схватив свою девушку и бросив ее через плечо, был таков. Поднялся страшный шум, гайгуй. Как говорят в таких случаях, подоспевшие родственники тут же снарядили погоню, несколько конных всадников, которые стремглав помчались за похитителем. Мохрамзан же, выбежав за околицу в направлении своего родного села, одним духом взбежал на огромную гору, возвышавшуюся над селом. Через некоторое время, в надежде перехватить их, прискакала по дороге на гору и погоня. Тогда он со своей драгоценной ношей на плече быстро сбежал вниз. Всадники поскакали за ними, но опять же по дороге, на перехват. Но, как только они съехали с горы и очутились внизу, Мохрамзан со своей ношей вновь мигом влетел на вершину хребта. Больше желающих гоняться за ним не было. Лошади были в пене от усталости. Огромная желтая луна от души смеялась, глядя на это состязание, а когда влюбленные остались одни, сразу же спряталась за первую подвернувшуюся тучу, чтоб не смущать человека ветра и его невесту. Многое рассказывают люди о Мохрамзане, о его быстроте и выносливости, о его добром и отзывчивом сердце, и о его веселом неунывающем характере. Нередки бывали случаи, когда он запрягался вместо лошади в фаэтон, для того чтобы доставить больного к врачу, или наоборот, брал на закорки врача и мчал его быстрее ветра к больному. Дед Асхат говорил, что у Мохрамзана не было коленных чашек, то есть голени были сформированы, как у лошади, без коленных чашек, а во всем остальном он был таким же, как и все. Ничем вроде и не отличался. В 30-х годах он заболел и вероятно попал в больницу, потому что и дед Асхат, и дед Яхья и многие другие, кто его знал, предполагают, что Мохрамзан убили лекарствами и уколами сами врачи. Кто сейчас, что докажет, да и кому доказывать? Друзья, а слышали ли вы о человеке-ветре, Мохрамзане, что-нибудь? Если да, то напишите в комментариях. На этом все. Спасибо вам за просмотры, с вами был Чечен Синдром, и до новых встреч.